Здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» программа «Хаберлер. Неделя». Я, Султания Ситакаева, и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Историческое событие. Первые поезда пересекли Крымский мост. Итоги уходящего года и планы на 2020. Глава Крыма провел пресс-конференцию. 35,5 миллиона рублей на достройку жилья выделили для реабилитированных граждан Крыма. Кто в этом году стал обладателем собственного жилья? Крымско-татарский музей отметил 20-летний юбилей. В следующем году по Крымскому мосту смогут проехать 14 миллионов человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Крымского моста. Президент проехал в кабине машиниста и пообщался со строителями. Эльмас Аблакимова продолжит. Ярко-синий поезд летит по бархатному пути новой железной дороги. В кабинете машиниста президент Владимир Путин вместе со строителями пересекает Керченский пролив. Состав идет плавно. Конечно, значительно мягче идет, чем автомобильный. Здесь скорость расчетная до 120 км в час. У нас автомобиль... Попрямее здесь, он же пряменький. Да. А там все-таки с подъемом идет. С горбом, с таким. И весь этот путь, вся Крымская железная дорога, мы ее тоже привели в порядок. Там у железнодорожников специальные баллы. Вот 11 это просто идеальный путь. Вот здесь 17 баллов. Самый протяженный и самый большой в Европе – 19 километров. Крымский мост – символ того, что человеческий труд и упорство могут сделать то, что многим казалось невозможным. Вопреки словам скептиков, политики, санкциям и наперекор самой природе. 15 тысяч строителей со всей России соединили два берега одной страны. Это ускоренное видео показывает, как изменилось место, где сейчас возвышается Крымский мост. За 4 года синоптики насчитали здесь 10 тысяч штормовых часов. Несмотря на это, работы велись круглосуточно. Вы уже не первый раз катаетесь? Не первый, уже испытали на такую скорость, с которой сейчас едем, Владимир Владимирович. 120 можно ехать смело, пассажирский будет там грузовым 80, вот коллектив мостостроителей. Грузовой состав 80 километров. Да. Это рекорд, наверное. Да. Сейчас мы двигаемся, похоже, со скоростью 90-100 километров где-то. Такое. Что можно сказать хорошего? Победили. Конечно. Спасибо. По сути, это еще один мост. Путь от Керчи до Тамани занял чуть более 10 минут. Тамань пассажирская. Эту станцию специально построили для крымских поездов. Это последняя точка перед отправлением на Крымский мост. Совсем скоро железнодорожный вокзал начнет свою работу. Выйдя из поезда, президент поднимается на сцену, поздравляет и благодарит за проделанную работу людей. Вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе. И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем. В этот день подводят итог 4-летней непосильной работы. Самых активных награждают памятными медалями. Среди них и Никита Иванов. Конечно, я очень рад этому. Это были сложных 4 года для всех. Ну и, конечно, эта медаль, это как вот веха, поставленная в завершении. Мы мост построили, завершили, уходим отсюда и ждем теперь людей с хорошими впечатлениями от поездки по мосту на поезде. В прямом эфире по видеосвязи сотни человек наблюдают за тем, как из Санкт-Петербурга в путь отправляется пассажирский поезд. Наш первый поезд готов отправиться в путь. Он состоит из 17 вагонов и на борту 530 пассажиров. В первые дни мы продавали 3 билета каждую минуту. И сегодня поезда также активно грузятся в обоих направлениях, как в направлении полуострова, так и в обратном.
Вот та самая финальная точка, исторический момент. Поезд «Таврия» с крымским названием «Поезд номер 7» стартует в Санкт-Петербурге. Более 500 пассажиров прибудут в Крым в ночь на 25 декабря. Состав пройдет через Владиславовку, Феодосию, Симферополь и остановится в Севастополе. Там его встретят гимном города-героя. Эльмас Аблакимова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». Соединяя берега, поезд «Таврия» прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту. Состав под номером 27 преодолел путь длиной порядка 2000 километров за 33 часа. Как его встречала южная столица, расскажет Диана Бекмамбетова. Поезд «Таврия» прибывает на вокзал Симферополя. Двухэтажный состав из Москвы пересек Крымский мост. Теперь железнодорожное сообщение с континентальной частью России налажено. Здрасте. Настроение как добрались? Отлично, замечательно. Рад вас видеть. Пассажиры прибывают под песню «Мой Симферополь. Ворота Крыма». Вокруг царит атмосфера праздника. Сотни людей собрались на перроне ЖД вокзала. Встречают родных, близких, друзей. А кто-то пришел, чтобы стать частью исторического события. Мы так ждали, когда наконец-то откроется железнодорожное сообщение, и мы будем уже навеки связаны. Сегодня Майя Гулида встречает свою маму. Для нее забронировала билеты в первом вагоне. Дочь позаботилась об этом сразу же, как только узнала о возобновлении железнодорожного сообщения. Мы здесь без бабушек живем, поэтому решили в тепло ее привезти. Правда, не очень похолодало, не очень тепло, но... Погода не портит настроение от долгожданной встречи, да и впечатления от поездки только положительные. В новые поезда включены вагоны повышенной комфортности и купе. В них предусмотрено индивидуальное освещение, розетки, кондиционеры, USB. Так здесь прекрасно. В поезде это вообще такая обслуга. Очень такие хорошие очень проводницы. Это очень-очень хорошо понравилось. В честь знаменательной даты силачи Крыма установили новый рекорд. Они буксировали состав из 12 вагонов. Общий вес около 1000 тонн. Таких попыток в мире еще не было. Давай, молодцы, огонь! Молодцы! На вокзальной площади открыли выставку «Соединяя столетия». Крымчане и гости полуострова могут ознакомиться с историей Крымской железной дороги. Если описывать с момента ее существования, можно считать 145 лет. Отсчитывается дата от 14 октября 1874 года, когда было запущено движение от Мелитополя в Симферополь. Эпохальное событие объединяет города, семьи и едва знакомых людей. Пассажиры и встречающие уже вошли в историю. В канун Нового года совершаются разные чудеса. Одно из чудес – это сегодняшнее прибытие железнодорожного состава. Вот с этой точки опять начинается новый виток развития Республики Крым. Строительство железнодорожной части официально завершилось 18 декабря этого года. Для этого трудились 15 тысяч строителей со всей страны. Крымский мост соединил Керченский полуостров с Таманским. Первый состав прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга. Старт движению дал президент России Владимир Путин. Планы на будущее не менее глобальные. Перевозчик наладит скоростное движение электропоездов от аэропорта в крупнейшие города Крыма. Диана Бекмамбетова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Глава Крыма подвел итоги годовой деятельности и рассказал о планах на 2020. Сколько километров дорог отремонтируют, какой бюджет планирует на это выделить. Какие еще вопросы были озвучены, узнаем из сюжета Фатиме Сейдометовой. Итоговая пресс-конференция главы республики началась с вопроса о главном событии для полуострова – открытия железнодорожного пути по Крымскому мосту. Вчера вы вместе с президентом Владимиром Путиным ехали в поезде впервые по железнодорожной части Крымского моста. Вся страна испытывала огромную гордость за достижение. Что вот вы испытывали в этот момент и о чем удалось пообщаться с президентом после поездки? Железнодорожное сообщение ждали все, то есть с 2014 года, слава богу, оно сегодня восстановлено в полном объеме, хотя мы помним, что и президент об этом говорил, что в Великой Отечественной войне, когда уже Крым был освобожден, строились, соответственно, строились мосты
был мост построен Керченский, который был потом ледоходом, был снесен. Соответственно, то есть, вот мы понимаем, что это история, наверное, это восстановление, то есть того сообщения. Дорожные пути с материком выполнены на все 100%. Аксенов рассказал, что в следующем году только в 2 городах – Керчи и Симферополе – предстоит ремонт 100 километров дорог. На это планируют выделить дополнительные средства. Объем средств, который по решению главы государства будет республике выделен, это кроме того, что у нас в рамках национальных проектов 2,9 миллиарда рублей, уже стоит дополнительно плюсом, будет выделено 17 миллиардов рублей в 2020 году. Глава республики уверен, что к 2022-му половина республиканских дорог будет соответствовать федеральным стандартам и нормам. Средств выделяется более чем достаточно. Я думаю, что действительно вы увидите, что ситуация изменится. У нас нет претензий к качеству работы этих подрядчиков, они известны по всей стране. Соответственно, и те работы, которые уже в Крыму проводились, позволяют нам сделать вывод, что у нас приключений не будет. 300 единиц общественного транспорта закупят в следующем году. Заменят 1100 остановок с видеокамерами наблюдения. А в САКах весь транспорт будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В САКе коллеги мне сразу, когда заказывали там кавзы, ну то есть не большие вот лязы, которые сегодня ездят по городу Симферополь на своих маршрутах, но кавзы, но именно с опускающейся площадкой для приема пассажиров. Поэтому для САК в первую очередь, то есть обращают внимание на элементы доступности для инвалидов. На вопрос наших коллег, какие 3 главные проблемы в Крыму, Аксенов ответил довольно кратко. Низкие доходы граждан, это высокие цены на продовольствие, там лекарственные препараты, это здравоохранение. По мнению Аксенова, железнодорожное сообщение снизит цены, в том числе и на жилье. У нас все равно не такая, как у всех ситуация. Я и коллегам говорю, мы не потому, что мы какие-то крымчане особенные, но у нас на самом деле отсутствие транзита в данном случае в обратную сторону, соответственно, ведет к удорожанию там всех и строительных материалов, и продовольствия и так далее. Транспорт приезжает сюда загруженный, назад уезжает полупустой или пустой. Журналисты из Москвы спросили главу о том, помогает ли правительство решить проблемный вопрос Зубкова. Сафари-парк будет закрыт, пока владелец не выполнит требования ветеринаров. 2 дня работы господину Зубкову, и там что-то 40 тысяч рублей. При этом господин Зубков проиграл все суды, проигрывает все суды. Я говорю, я не знаю, что я должен сделать, просто вот скажите мне, при том, что ему просто говорят, прочипуйте этих животных, и все на этом, ну, пожалуйста, и паспорта на них, поставьте вакцинацию. А вот по федерально-целевым программам начать строительство новых объектов физически невозможно, заверил руководитель республики. Не хватает рабочей силы. Исходя из количества объектов и объема финансирования, на сегодня должно быть в Крыму 30 тысяч квалифицированных строителей, которые работают на всех без исключения стройках. У нас сегодня вместе с гастарбайтерами их 15. Поэтому у нас, когда любые дополнительные объекты попадают, у нас не прибавляется подрядчиков, там, новых строителей и так далее. Они попадают в эту же зону, и, соответственно, большее количество объектов разыгрывается на то же количество участников. Пресс-конференцию глава завершил праздничными новостями. 31 декабря крымчане будут отдыхать и готовиться к новогодним событиям. Фатиме Сейдометова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Белом-6 решены проблемы с электросетями, а в Каменке открыта долгожданная дорога. Жители микрорайонов десятки лет были вынуждены ездить по ямам, жить без электричества и ходить под проводами, которые обрывались. Мухаммед Зикирьяев знает все подробности. Семья Аблаевых мечтала об электричестве с момента переезда в Белое-6. Почти 10 лет они пользовались генератором. Сегодня эти мучения позади. В их доме теперь есть свет. Наконец-то уже есть полноценный свет у нас. Вот включаю. Раньше им приходилось самим протягивать электрические провода из соседних сел, устанавливать металлические стойки. Но это было небезопасно. Из-за плохой погоды кабель мог оборваться в любой момент. Уже и жена умела заводить генератор. Как бы тяжело было. Весь дом строился полностью без электричества, только вручную все мешали, бетон, все так. Долгие годы более 150 домов были без электричества, воды и газа. Сейчас крымские власти по федеральной программе начали строить все необходимые коммуникации. На сегодняшний день запущены новые электросети с достаточной мощностью. Сегодня мы имеем не только дорогу и находимся на таком вот, наверное, важном событии, особенно для жителей массива Анаюрт. Это электрификация, которая была, по сути дела, в кратчайшие сроки реализована. Это стабильное электроснабжение, это уверенность в том, что не будет никаких колебаний или перебоев. Длина электросетей более 7 километров, а на работы потратили около 38 миллионов рублей. Сегодня в массиве Анаюрт завершили и сдали эксплуатацию линии электропередач. И сегодня у людей остались только добрые впечатления, что в домах теперь стабильное напряжение, светло. Я надеюсь, что тепло и уютно.
А в Каменке после длительного ремонта открыли главную улицу Сельская. Эту работу провела администрация Симферополя. Сегодня это событие стало настоящим праздником. Нурибей живет здесь 20 лет. Говорит, такой качественной дороги здесь не было никогда. Наконец-то долгожданная наша мечта сбылась. Сделали дорогу, сняли грунт, постелили щебень. Там это, как они говорят, пленка снизу. 3 слоя асфальт постелили. Мы даже не верили этому. Как-то непривычно было. Вдоль новой дороги установили бордюры, расширили пешеходную зону до 1 метра. Протяженность этой дороги 1750 метров. Государство потратило около 80 миллионов рублей на эту дорогу. И вот на сегодняшний день вы видите, автобусы ездят. Вот. И всем людям приятно это все видеть. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал закольцевать села. Это будет удобно и для водителей, и для жителей. Такое направление власти начнут прорабатывать в следующем году. Мухаммед Закиряев, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. 158 человек получили материальную помощь на завершение строительства домов. Бюджетом на материальную помощь изначально было выделено порядка 18,5 миллионов рублей. Но при содействии властей республики и ведомств эту сумму увеличили до 35,5 миллионов рублей. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек и председатель Госкомнатса Альберт Кангиев торжественно вручили людям соглашение в Симферополе. Эльмас Аблакимова знает больше. Небольшая помощь. Госкомнатса людям вручают соглашение о предоставлении материальной помощи. Деньги на завершение строительства домов сегодня получили около 20 счастливчиков со всего Крыма. Они смогут сегодня в новогодних настроениях принять этот подарок от государства по большому-то счету и завершить свои жилища строительством и создать более комфортные условия проживания. Среди тех, кому повезло получить такой подарок к Новому году, семья Ибраимовых. Они живут в Евпатории в микрорайоне «Спутник-1». С 2 детьми в небольшой комнате у родителей. Супруги давно хотели переехать в большой дом. В 2015 году приобрели участок для строительства. Ну, с этой стороны у нас будет зеленая зона вдоль забора. Вот. Высадим здесь фруктовые деревья, да, чтобы дети летом могли кушать фрукты свои. Во дворе, где сейчас лежат стройматериалы горы щебня, супруги планируют разбить клумбы, построить гараж и детскую площадку. Своими руками за 1,5 года они возвели дом и подвели коммуникации, свет и воду. Вложили камень, складку, штукатурили. Вот все, что вы видите, в основном своими руками. За помощью обратились полгода назад. Конечно, нужно обращаться, нужно узнавать. Мы сдавали документы в июле месяце этого года. И вот буквально на прошлой неделе нам позвонили, сказали, что выделили нам деньги. На полученную матпомощь Ибраимовы планируют купить окна в дом и надеются встретить следующий Новый год в новом доме. Бюджетом на материальную помощь в этом году было предусмотрено около 18,5 миллионов рублей. Но при содействии властей республики эту сумму увеличили. Так, 33,5 миллиона рублей на строительство своих домов за год получили 158 человек из числа реабилитированных. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралеев и Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. 2 семьи стали обладателями собственного жилья в Красноперекопском районе. Дома им выделили по государственной программе для реабилитированных граждан Крыма. За 3 года в этом районе собственными квадратами обзавелись 15 семей. На торжественном вручении ключей побывала и наш корреспондент Севиля Миметова. Торжественный момент для семьи Асановых. Ключи от дома им вручает сотрудник Госкомнатса Ленур Саттаров. Надеюсь, что это жилье будет лучшим подарком вам в новом году. Счастья вам, мира и добра. Спасибо. Хотя уже все выручили. Долгожданное, теперь уже собственное жилье площадью почти 90 квадратных метров. Об этом Мила Асанова мечтала с первого дня переезда в Крым. А это 13 лет скитаний по съемным квартирам. Как только мы переехали, мы как семья многодетная встали на учет. Мы очень рады и благодарны организаторам. Ну и надеемся, под Новый год уже переедем. Дом очень нравится, очень красивый, уютный.
Жилье получили по программе укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России. Республика Крым – территория межнационального согласия. Всего с 2016 года в Красноперекопском районе жилье получили почти 60 человек, а это 15 семей. Ключи с красной ленты получила и семья Суюновых. Им выделили дом в селе Почетное Красноперекопского района. Этого долгожданного события семья Суюновых ждала 11 лет. Как отмечают новоселы, главное достоинство дома – природный газ. Кроме этого, здесь есть свет и вода, а комнаты все теплые и просторные. Новому дому хозяева очень рады. Теперь им не придется ютиться в съемном. Высокий дом, 2,60 потолки, 5,20 длина. Это очень прекрасно. Газ, отопление, все природное. Ну, я не знаю, слов нет. Всем детям все довольны. На приобретение этих домов из республиканского бюджета выделили почти 4 миллиона рублей. Жителям села Воинка, семье Асановых, а также семье Суюновых, села Почетного, были вручены ключи от полноценного жилого дома. Надеюсь, это будет достойный новогодний подарок, счастья, мира и добра. Как отмечают в Госкомнате, следующий дом планируют приобрести в селе Ишунь Красноперекопского района. Севиля Миметова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Лимара Ферратова стала донором печени для своей дочери Амины. Какое состояние ребенка спустя год и какие таланты открылись у матери? За ответами на эти вопросы в село Голубинка Бахчисарайского района направилась наша съемочная группа. Репортаж Софии Шукуровой. Вот так семья Ферратовых встречает нашу съемочную группу в селе Голубинка Бахчисарайского района. А это Амина, младшая дочь. Ее рождение стало вторым чудом для молодых родителей. Однако их постигло тяжелое испытание. Несмотря на то, что беременность и роды прошли хорошо, девочка была беспокойной. Мы попали сначала в реанимацию в Бахчисарай. Приехали специалисты из Симферополя, посмотрели, сказали, мы смысла не видим ее везти в город, что ей осталось 2-3 часа. Потом подошел фельдшер скорой помощи, сказал, давайте рискнем, но на вашу ответственность. Мы доедем, не даю, как гарантии. Но мы рискнули, поехали, там привели ее в сознание, все. Но диагноз долго не стали. До 8 месяцев мы лежали на Титово. Муж добился, взяли направление в Москву на обследование. Там уже нам поставили, что уже запущен цирроз. 27 декабря прошлого года эта маленькая девочка перенесла сложную 10-часовую операцию в Москве. Специалисты Центра трансплантологии имени Шумакова пересадили ей печень. Донором стала мама Лимара Ферратова. Сделали пересадку, мы там пробыли 1,5 месяца. Нам преждевременно дали выписку, чтобы нам начали выдавать препараты. Закупка была препаратов. Но вот уже, можно сказать, 27 декабря у нас будет год. Препараты дают иногда, и то мы звоним на горячую линию, по Крыму находят остатки, в течение 2 недель присылают, не в полном объеме, конечно, и не все, которые нам пить пожизненно. Сейчас доза у нас 0,75. Сама пачка, она стоит около 3000 пачек. У меня в месяц уходит 2 пачки ее. Кроме этого мы пьем цивалган. И она стоит около 15 тысяч. Ну, она хватает на 2 месяца с лишним. Ну, их 14 видов. Почти каждый месяц вместе с ребенком они летают на обследование в Москву. В семье, где работает один супруг Лимары Ханум Рустембей, приобретать недостающие лекарства самостоятельно было непосильно. Тогда им оказал помощь благотворительный фонд. Друг познается в беде, я это никогда не понимала. Абсолютно чужие, казалось бы, люди, ну как чужие, которых мы не знаем, вроде бы как и нас не знали, услышав о нашей беде, и помогли, вот бегает, прыгает, как бы мы очень рады этому. Несмотря на болезнь ребенка, эта семья не просит ни у кого помощи. Мама Амины по специальности медсестра, но сейчас она уволилась и вынуждена вести постоянный уход за ребенком. При этом Лимара Ханум начала заниматься своим делом – мыловарением, которое приносит деньги, хоть и небольшие.
Вот уже несколько месяцев Лемара Ханум занимается мыловарением. Гипоаллергенные красители, ароматизаторы и все необходимое для производства заказывает из разных городов страны. Сначала мастерица делала все вручную. На это уходило много времени. После усовершенствовала производство, приобрела специальные силиконовые формы и процесс облегчился. Теперь открываем постепенно, снимаем это. Запускаем сначала воздух, потом аккуратно ее выдавливаем. Вот она. Ой, какая красота. Умелые руки, большое желание и вот результат. В преддверии праздника для крымчан супруги подготовили такие подарочные мыла. Шишки, розочки, елочки, мультяшные герои и крысы. Символы наступающего года. София Шукурова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Крымско-татарскому музею культурно-исторического наследия исполнилось 20 лет. К этой дате сотрудники учреждения культуры подготовили юбилейную выставку. Из Золотого фонда представили около 200 музейных предметов. Национальное достояние увидела и наш корреспондент Наджия Исаева. Богатая экспозиция на разную тематику. Это юбилейная выставка, посвященная 20-летию Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Национальные костюмы, женские головные уборы, марама и декоративные полотенца для украшения стен. Все они вышиты в крымско-татарских традиционных техниках и украшены разнообразными орнаментами и узорами. В этой небольшой комнате собраны поистине уникальные раритеты. Более 100 образцов народной вышивки, предметы быта, ювелирные украшения, изделия из кожи и дерева. Среди экспонатов есть и национальный мужской костюм, который впрямь может стать ориентиром для современных дизайнеров. Ведь добавление крымско-татарского национального колорита в мужскую одежду сейчас активно обсуждается в обществе. На протяжении всей истории развития Крымско-татарский музей уделял особое внимание сбору экспонатов. Фонд пополняется в результате активной деятельности музейных работников, благодаря нашим соотечественникам и по результатам многочисленных поездок и экспедиций. А более 80% коллекции музея – это вещи, переданные в дар. Вот и сегодня в связи с юбилейной датой от Духовного управления мусульман Крыма Раим Гафаров вручил одно из ранних изданий жизнеописания пророка Мухаммеда. Это поэтическое произведение в жанре мунаджата. Его в 15 веке написал турецкий поэт Мухаммед Челеби. Эти вещи все очень ценные для нас. Глядя на них, можно прикоснуться к прошлому. Это молчаливые свидетели ушедших эпох. Выражаю от Духовного управления мусульман Крыма большую благодарность и восхищение тем людям, которые бережно все это сохраняют для будущего поколения. На выставке представлены и новые экспонаты, в их числе уникальные фрагменты архитектурного декора, культа и быта времен Золотой Орды. Эти артефакты были найдены во время археологических раскопок на территории полуострова и переданы Крымскому музею в этом году. Среди них фрагменты архитектурного декора медресе Индже Бек Хатун, построенного в 1333 году, керамические водопроводные трубы, гончарные изделия, в том числе кувшины, покрытые глазурью снаружи и изнутри. Многие из этих предметов золотоордынской эпохи сохранились в единственном экземпляре. Эта выставка своего рода краткий отчет о работе нашего учреждения за последние годы. Чего мы достигли, какими артефактами пополнили фонд, какие планы намечены на перспективу, выставочная, издательская работа и так далее. Конечно, в 2020-м мы запланировали ряд мероприятий, приуроченных 20-летию музея как самостоятельного учреждения, и продолжим активную выставочную культурно-просветительскую деятельность. Ждем всех на нашей выставке. Фонд музея насчитывает более 15 тысяч экспонатов. Сегодня здесь можно увидеть лишь малую часть этой ценной коллекции. Некоторые артефакты привезены для выставки из нового отдела Крымско-татарского музея, который открылся в Старом Крыму. Министерство культуры поддерживает и помогает музею настолько, насколько это возможно. В последние годы возможности выросли и в финансовом плане, поэтому новое здание музея, надеюсь, появится уже вскоре. И, конечно, все коллекции, которые выставляются сейчас в разных местах, будут представлены в одном музее. Многие экспонаты музея – это семейные реликвии известных деятелей искусств, музыкантов, композиторов и художников. На праздничной выставке с поздравительными словами выступили все те, кто напрямую связан с историей культурного учреждения. А известные крымско-татарские артисты фольклорного ансамбля «Крым» подготовили музыкальные номера. Наджия Исаева, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».
Более 100 сильнейших спортсменов и тренеров полуострова наградили в различных номинациях. В столице республики прошел 26-й бал чемпионов. О спортивных достижениях крымчан сюжет Мухаммеда Зикирьяева. Лучшего тренера Вилена Сит-Усманова награждают кубком за заслуги в спорте. Неделю назад его подопечный Актем Закиров стал чемпионом России по боксу. Сейчас Вилен тренирует в Сакском районе в селе Охотниково. У него более 40 воспитанников. Мне самое главное, мне кажется, в этой работе – это терпение и трудиться, не унывать, трудиться упорно и терпеть. И результат обязательно придет. На сцену приглашают и титулованного боксера Ахтема Закирова. Он тренируется в составе сборной страны. В копилке крымчанина сотни медалей и кубков. Теперь спортсмен готовится к чемпионату Европы в Италии. Кроме тренировок и учебы больше ничего не видел. Тренировался усердно, упорно. Весь год на сборах катался. Я был в резервном составе основной сборной России в этом году. Весь год катался по сборам, набирался опыта и вот показал результат. Гаворг Серобян 2 недели назад взял первенство России по тяжелой атлетике. Молодой человек установил 3 европейских рекорда в своем возрасте. Это рывок с весом 138 килограммов и в толчке 161 килограмм. Я с детства любил, просто смотрел соревнования и поэтому пошел в тяжелую атлетику. Кубок получает и борец греко-римского стиля Аймин Сифершаев, серебряный призер первенства мира среди юниоров. Наши спортсмены, борцы, особенно борцы, прекрасно выступают. Есть чемпионы России, призеры чемпионатов мира. У нас вот Сифершаев стал 2-м на чемпионате мира. И мы, конечно, гордимся то, что у нас появились уже чемпионы. И надеюсь, что в 2020 году у нас попадет на Олимпийские игры среди борцов. Я считаю, на должном очень уровне, потому что у нас большое количество и в этом году присвоено мастеров спорта, большое количество побед. Ребята, которые показали себя наилучшим образом не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях. При том, что вы прекрасно понимаете, что крымские спортсмены находятся в неравных условиях со всеми остальными. Тем не менее, большое количество побед принесли в копилку и наших сборной Российской Федерации, именно крымские спортсмены. За существенный вклад в развитие спорта в стране благодарность получили более 100 крымчан. Так бал чемпионов подвел спортивные итоги уходящего года, а его организаторы пожелали крымским спортсменам новых побед и достижений. Мухаммед Зикирьяев, Всеволод Матросов, телеканал Милет. Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.